Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые друзья. Многие спрашивают у меня, расскажи, пожалуйста, об образовании Субарийского государства хуритов. В частности, мой друг Саралиев Вах, который проживает в Тюмени, специально для тебя. В третьем тысячелетии, половине третьего тысячелетия до нашей эры, это 4,5 тысячи лет назад, в среднем течении Тигра появилось Субарийское хуритское государство, Собари называют. То есть Собари — это терпеливые. Ученые склонны считать, что не имело абсолютно границ и доходили далеко до пределов Китая, значит. Скажем, например, после этого было гутийцы, которые оккупировали, значит, шумеры и властвовали, назначая местных же царей поочередно. Продолжительность этого государства просуществовала 91 лет и 40 дней. Вот. В 17 веке до нашей эры метанийское государство хуратов, созданное вождями Дай, просуществовало 4 столетия, и в 13 веке она была, значит, разрушена междоусобицами. Это как раз попадает, значит, в эту цифру 13 век, это Рамзес II Нахатов пошел в 13 веке, это падение Трои. И тут ученые склонны считать, что границы их доходили до Китая, то есть в то времена называемые Цинцой. Сегодня, значит, мы что можем сказать? Ведь в древних трактатах написано, что в глубокой древности некий Хосроу Биштаспа собрал в одну хашару всех вождей и объявил им о походе в Средней Азии. Так что, я думаю, более чем около 5000 лет, более 4500 лет, в действительности, называемые так впоследствии арийцы, пошли, значит, в сторону Китая, Гималаи. Ведь Гималай тоже в советском энциклопедии четко сказано, что это название хуритское от богини вод, Химала. Вот. Много совпадений. Вот. Поэтому можно считать, что самое первое государство хуритов, это, конечно, была субарийцы. Субарийское государство хуритов. Вот. Первым, значит, я так думаю, я так считаю, императором всего, первым можно считать номер один, императором был Саргон древний, потому что он объединил все племена, всех вождей в одну хашару и тем самым создал великую империю Саргон II. Но история его очень простая. Бедная женщина, значит, не смогла выкормить своих детей, и молодого юнца сплела, значит, корзину, замазала, значит, обмазала всю эту корзину смолой и пустила в воду Ефрата. Но некий Акка, так называется, источник ассирийских, что обнаружил вот эту, значит, корзинку, выловил его, так, и отнес домой, воспитал, выкормил. Впоследствии он стал вождем, а потом уже стал и царем. Он и вошел в историю как Саргон древний. Спасибо за внимание. Баркаллах.